О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Ветер перемен, загрязнение воздуха сразу по нескольким показателям фиксируют в столице. Когда ветер сменит направление и смог отступит. Мы нашли ее. В Якутске регулярно появляются новые дома, улицы и микрорайоны. Сколько домов включает самая короткая улица столицы. Спортзал, центр детских инициатив и школьный музей. В столичной школе номер 29 идет капитальный ремонт. Какой школа предстанет перед учениками после обновления? Ярмарка «Медовый спас» для жителей и гостей столицы. Сегодня пасечники осветили свой мед и угостили им всех желающих. Узнать основы актерского мастерства, спеть с Димой Биланом или пообщаться с федеральным министром. Якутские школьники посетили второй детский культурный форум. Самолет-зондировщик усилит осадки на границе с Хабаровским краем. Речь идет о воздушном судне Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня самолет работает в Усть-Майском районе. В частности, воздушное судно усилит осадки на границе с Хабаровским краем, откуда в сторону Заречных, Центральных и Вилюйских районов пришел дым от лесных пожаров. Ярким примером того, что зондировщики помогают в борьбе с огнем, является ликвидация пожаров, которые в июле бушевали в Момском, Верхнеколымском и Среднеколымском районах. Также пожароопасная обстановка была улучшена в Усть-Майском районе. Ну а на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили в целом лесопожарную обстановку, определены основные задачи по тушению в районах, где отмечают сложности. На сегодняшний день наибольшее количество пожаров действует в Усть-Майском, Алекминском и Верхнеколымском районах. Глава Якутии Сан Николаев дал поручение увеличить силы и тушение огня и средства на тушение огня. Рассмотрели вопрос увеличения группировки ПДПС. Значит, сегодня из Красноярска прибывает группировка 25 человек Федерального резерва ФБО «Авиалесоохрана». Как мы и говорили, что мы планировали по лесопожарной обстановке. Изначально их планировали в Алекминский район, но в связи с тем, что часть осадков прошло по ряду пожаров, принято решение эту группу направить в Усть-Майский район. Тем временем умеренные, местами сильные дожди продолжаются на территории Алекминского, Алданского и Нюрюнгринского районов. Такой циклон в ближайшие сутки будет смещаться в центральные районы и уходить на северо-восток. Температура воздуха продолжит держаться в районе 17-18 градусов. Что касается ситуации с задымленностью, то она периодами начнет меняться. В среду изменится направление ветра северо-восточного на северо-западный, что положительно скажется на качестве воздуха. Смог значительно рассеется. Об этом стало известно на брифинге УГМС. С прошедшими дождями у нас в некоторых районах класс пожарной опасности понизился до 1. В ближайшие сутки, так как я сказала, по многим районам мы ждем значительные дожди, поэтому будем смотреть по итогу, значит, какой класс пожарной опасности будет по большей части территории. Но пока 5 сохраняется в тех районах, которые были, осадки пока там еще не идут или прошли не такие количеством, чтобы можно было понизить класс пожарной опасности. Превышение допустимой концентрации в воздухе 5 вредных веществ также выявили в ряде районов Якутии. Управление Роспотребнадзора обнаружило превышение в 18 исследованиях. Всего же к обеду в связи с задымлением на территории республики проведено 54 исследования в Якутске и 9 районах. Об этом сообщили на брифинге. Так, превышение установлено в Якутске, Нюрбе, а также в селах Амга и Чепчелган. По результатам ежедневного лабораторного мониторинга выявлены превышение предельно допустимых концентраций химических веществ до 1,5 и 2 раз по 6 показателям. Управление рекомендует жителям республики ограничить пребывание на открытом воздухе, внутри помещения использовать устройства для очистки и увлажнения воздуха. И людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы рекомендуется следить за самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Лесопожарная обстановка в Якутии остается напряженной. Об этом сегодня снова напомнил Сан Николаев на планерном совещании с руководством администрации, главы и правительства.
Глава отметил, что все члены правительства должны незамедлительно исполнять поручения, касающиеся борьбы с лесными пожарами. Александр Сергеевич добавил, что в связи с задымлением вся сфера здравоохранения республики должна в проактивном режиме проводить работу со старшим поколением и с людьми с заболеваниями органов дыхания. Также глава напомнил, что в России и в республике отмечается столетие физкультурного движения. Необходимо проиндексировать выплаты для олимпийских и сурдолимпийских чемпионов и призеров. Идем далее. В Якутии продолжают поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день 91 родитель военнослужащих получил путевку на санаторно-курортное лечение. 39 семей получили помощь на газификацию жилого дома. 140 родным оплатили выезд к месту лечения бойца. Также 261 участник спецоперации и 456 членов их семей прошли реабилитацию. В центры занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 53 бойца и 128 родных. Кроме этого, вышел новый указ главы республики, где внесены изменения в действующие постановления. Меры социальной поддержки, которые сегодня предоставляются участникам специальной военной операции и членам их семей, также распространены на членов семей мобилизованных из других регионов и которые проживают в Республике Саха-Якутия. Например, мобилизованный был призван военным комиссариатом Новосибирской области. Родители проживают в Республике Саха-Якутия. И в соответствии с новым указом главы республики на них будут распространяться все меры социальной поддержки, которые действуют у нас в республике. Якутский государственный комитет экологического надзора начал выдачу разрешений на осеннюю охоту. Сезон охоты на пернатую дичь начнется с 19 августа и продлится до конца года. При охоте промысловик должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Напоминаем, что все разрешения на добычу пернатой дичи и пушных животных должны быть возвращены после окончания срока охоты. На возврат разрешения дается 20 дней. Разрешения обязаны возвратить именно в месте, где они получали. За несдачу в срок разрешения на добычу охотничьих ресурсов на охотника накладывается административная ответственность. Штраф может начинаться с 500 рублей. В Якутске регулярно появляются новые дома, улицы и микрорайоны. Ветхие дома сносят, исчезают целые улицы. Но есть и такие, в состав которых входят лишь пару домов, а самой короткой улицы в столице. Материал Марферины Алексеевой. Улица Северная. О ее существовании знает далеко не каждый коренной житель города. Примечательно, эта улица совсем не своей историей, а тем, что на ней находится всего одно здание. Располагается улица в Губинском округе, рядом с улицами Богатырева, Водников, Губина и Федора Попова. Город разрастается. Раньше, если на этой территории были небольшие квартала, деревянные двухэтажки, наверное, стояли, да, вот улица была здесь вот рядом с Губина, параллельно шла вот до Черяева. И, соответственно, с освоением вот этих участков эта улица теряется. Буквально вот этот дом, он остался один с таким же адресом, да. Жители единственного дома на улице рассказывают о неудобствах их положения. Эту улицу, оказывается, не все знают, даже не знают, как проехать. Вот таксисты спрашивают постоянно. Ага. И даже вот знакомые всегда спрашивают, какой там район, где находится. Не все так знают. Даже вот жители Якутска, которые давно здесь живут. А поменять название, присоединив дом к рядом стоящим улицам, процесс долгий и энергозатратный. Поменять полностью все документы жителей, которые живут вот вдоль этой улицы, это вообще нереальная задача, да. Процесс изменения документов, да, вот в многоквартирном жилом здании очень, все граждане должны поменять свои документы. Соответственно, это отражается на всех документах. Поэтому сложно, и такие жилые дома, они как бы остаются со старым адресом. Административное здание еще можно поменять. Переименовать административное здание намного проще. Так исчезла улица Толстого, расположенная в Центральном округе. Последний дом Толстого 20 стал Курашова 28/3. Город растет быстрым темпом. Открываются новые улицы и микрорайоны. Если раньше почти всем улицам присваивали имена известных личностей, сейчас к подбору относятся иначе. Запускаем опросы
люди нам дают предложения. Ты сами организовывают такие предложения, да, вот сбор предложений. Там сейчас уже не привязываются к фамилиям, да, улица Рябиновая, там Любимая, Оптимистов, например, да. И как-то концептуально вот эта тематика задается. Микрорайон Северный, да, тоже вот очень много интересных там наименований. Кстати, там вот улица Большая, которая вот историческая у нас была на проспекте, тоже там вот она присвоена. Небольших улиц в Якутске немало. К ним можно отнести улицы Ломоносова, Стадухина, Шавкунова и Речников. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Республика вошла в тройку лидеров по программе «Дальневосточная ипотека». За 4 года в регионе выдано более 16,5 тысяч кредитов. Первое и третье место в рейтинге заняли Приморский край, где выдано почти 21,5 тысячи кредитов, и Хабаровский край, где заключили 10,5 тысяч сделок соответственно. Общая сумма выданных кредитов в Якутии достигла 78,5 миллиардов рублей. Город Алдан все ближе к празднованию своего векового юбилея. Центральным событием праздника станет открытие стелы города трудовой доблести и площади имени Ленина в новом современном виде. На стройплощадках побывал Руслан Павлов. Праздник все ближе, а строительные леса все выше. Так можно охарактеризовать ход реконструкции центральной площади города Алдана и монтаж стелы города трудовой доблести. Рядом стоящие объекты должны быть введены в строй 2 сентября текущего года на торжественном праздновании столетия города. 23 числа в город Алдан поступят все барельефы, лайн-боксы, подсветка вся полностью, да. ИП Пахвищев дает гарантию, что 26 числа он нам сдает в полном объеме стелу. Все, наша задача, да, смонтировано все полностью, да. Наша задача сегодня ускорить земляные работы, выйти на степень благоустройства. Вчера провел совещание и ООО «Афилия» руководством дают гарантии, что к 28-му стела будет готова в полном объеме. По ходу строительных работ возникают трудности с доставкой материалов и конструкций. Компании-перевозчики, узнав направление доставки, пытаются взвинтить ценник до небес, выкручивая руки местной администрации, у которой и так с финансами туго. Все знают, что 2 сентября горящая заявка, поэтому цены возросли очень высоко. Остро ощущается и дефицит рабочих рук. Вообще сегодня кадровый голод. Не только во всех предприятиях нету водителей, грейдеристов, сварщиков, слесарей. Не понимаю, куда все люди делись, хотя вроде бы численность города, население города не упала. Влияние различных факторов на процесс строительства не изменит заявленных сроков сдачи объектов. Теперь в работы вмешалась непогода. По прогнозам синоптиков, в Алдане начинаются затяжные дожди, которые продлятся с небольшими перерывами до конца августа. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Пилотный проект по изменению уровней профессионального образования запустят в 6 университетах России. Главные изменения, которых стоит ожидать, это переход от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, от магистратуры к специализированному высшему образованию, а также обновление программ аспирантуры и ординатуры. Подготовку в новом формате начнут по более чем 100 специальностям. Образовательные стандарты и сроки обучения разработают вузы самостоятельно. Эффективность проекта определят по специальным критериям, в числе которых вовлеченность работодателей, качество приема и призовые места обучающихся на олимпиадах и конкурсах. Медиацентр, библиотека, обновленный спортивный зал, центр детских инициатив и школьный музей. В столичной школе номер 29 идет капитальный ремонт по проекту «Модернизация школьных систем образования». Какой школа предстанет перед учениками после обновления в новом учебном году, расскажет Алина Ариносова. Этим летом в Якутске начали капремонт школы номер 29. Из федерального бюджета была выделена сумма в размере 122 миллионов рублей. Благодаря чему сейчас делали ремонт, начиная от фундамента школы, заканчивая отделкой крыши. Также в школе собираются открыть различные центры для интеллектуального, творческого, а также спортивного развития детей.
В этом году мы планируем открыть центр детских инициатив. Это когда дети приходят, работают над своими проектами, вступают в детские движения в российские. Также мы обновили нашу библиотеку. Это не просто библиотека, это и медиа-библиотечный центр будет. Спортивный зал полностью обновлен, то есть у нас будут работать спортивные клубы. Также мы очень гордимся работой над школьным театром. Школьный театр, и также планируем еще открыть школьный музей. Также для школы приобрели новое оборудование на сумму 14 миллионов рублей. Начиная от фундамента до кровли была проведена огромная работа. На сумму 14 миллионов мы приобрели новое оборудование, компьютерную технику для учебных кабинетов, новая мебель для детей, для учителей. Обновили мебель в школьной библиотеке, закупили спортивные снаряды, также оборудование для кабинетов ОБЖ, НВП и для театрального зала. Одними из первых увидеть свою почти обновленную школу смогли те ученики, которые были устроены по программе трудоустройства несовершеннолетних детей. Ребята летом время зря не теряли, помогали родной школе, а также получали зарплату. Когда я зашла в школу, я ее не узнала. Она стала более современной, цвета приятнее, и она сама по себе опрятная. Спортзал очень красивый, такой тоже классный очень. И театральный зал. Там, кресла классные и вообще классный. Основное здание школы распахнет свои двери в следующем году. На данный момент возведено 3 этажа. В этом здании помимо учебных классов будет расположена столовая, гардеробная, актовые, музыкальные и спортивные залы. Алина Ариносова, Илья Сыромятников, Якутск. Всего 126,5 миллионов рублей в текущем году выделили на развитие семейных ферм в республике. Из них 98 миллионов – федеральные средства. Грант «Семейная ферма» получили 10 семейных хозяйств, которые будут реализовывать проекты по таким направлениям, как скотоводство, коневодство и картофелеводство. Отмечается, что хозяйства получили от 6 до 15 миллионов рублей. Они направили эти средства на увеличение поголовья скота, приобретение транспорта, сельхозоборудования, на ремонт и строительство помещений. Ярмарка «Медовый спас» для жителей и гостей столицы. Сегодня пасечники осветили свой мед и угостили им всех желающих. Об истории праздника ярмарки этого года в сюжете Натальи Николаевой. В Медовый спас на Руси начинали собирать мед и несли на благословение. После церемонии часть меда отдавали храму, еще часть нужно было раздать малоимущим. Пасечники не отказывали и детям, которые просили у них меда. Сегодня, несмотря на погодные условия, мы празднуем народно-церковный праздник «Медовый спас». Прошел сбор урожая нашего меда, который добывается в нашей Якутии, экологически чистый продукт. Мы сегодня его осветили и угощаем граждан и гостей столицы нашей продукцией. И параллельно мы организовали праздник для детей из малоимущих семей. Много людей рады, что присутствуют на данном празднике, и довольны. В давние времена было принято освещать свежий урожай меда в храмах. Эта традиция соблюдается и по сей день. Считается, что такой мед обладает большими целебными свойствами. В Якутске праздник Медового Спаса проводится ежегодно, начиная с 2011 года в Спасском мужском монастыре и является знаковым событием в его истории. Дабы ознаменовать торжества августовских праздников, которые связаны с Спасским мужским монастырем, была учреждена по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа медовая ярмарка «Медовый спас». Пчеловоды из нашей республики, те люди, которые реализуют мед из разных регионов нашей страны, имеют возможность здесь выставить свою продукцию для того, чтобы все желающие, гости, жители города Якутска могли приобрести это вкусное угощение, осветить его и отнести домой, чтобы радоваться этому вкусному угощению. В день Медового Спаса пасечники освещают мед и угощают им нуждающихся и всех, кто поздравил их с праздником. С Медового Спаса начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы. Наталья Николаева, Илья Сыромятников, Якутск.
Время первых в центре отдыха «Сосновый Бор» открыли профильную смену, куда получать новые знания приехали 110 детей из 20 районов и Якутска. Ребята разделят на 5 отрядов по разным направлениям, таким как наука, патриотизм, медиа, коммуникации и здоровый образ жизни. Такое распределение научит будущее поколение ориентироваться в той или иной области и быстро приходить к результату. На протяжении всей смены ребята примут участие в активностях, обучатся по программе дополнительного образования и посетят экскурсии. Время первых – это совершенно новая смена под эгидой Российского движения детей и молодежи. У нас она разработалась в этом году нашими преподавателями, нашим начальством, и она сейчас уже живет своей жизнью. Дети проходят мастер-классы по направлениям движения первых, то есть у нас 12 направлений. Дети разделились, проходят разные мастер-классы, и все за 21 день они знакомятся с этим, живут вот именно с движением первых. Узнать основы актерского мастерства, спеть с Надеждой Бабкиной и Димой Биланом или пообщаться с федеральным министром. Все это было возможно на втором детском культурном форуме, который завершился в Москве. Мероприятие объединило тысячи талантливых ребят из разных регионов России и зарубежных стран. На форум приехали якутские школьники. Чем еще запомнился этот грандиозный праздник, узнавал Максим Кардозу. Хочешь – пой, танцуй, рисуй, твори. Кажется, что на втором международном детском культурном форуме совершенно нет ничего невозможного. В течение 3 дней дети могли посещать мастер-классы, лекции, встречи со знаменитостями по 7 творческим направлениям. Среди них кино, анимация, вокал, изобразительное искусство. У меня очень такие хорошие впечатления. Я бы поставила 10 из 10 по 10-бальной шкале. Здесь много всего интересного, мероприятия. Такие знаменитые люди хорошо объясняют материал. Очень интересно их слушать. У меня же много интересных. Я люблю сочинять рассказы, например, писать музыку тоже. Иногда люблю ораторские мастер-классы. Поэтому, да, я посещаю именно такого плана. Я приехала сюда посетить разные мастер-классы и научиться чему-то новому. Вчера я была на мастер-классе Егора Дружинина по джазовому танцу. Я не танцевала раньше джазовые танцы. Это очень, для меня необычный вид танца. Мне очень понравилось. Там было очень интересно все смотреть, как они танцуют, как у них движения называются. Всего на форум приехали 2000 ребят из регионов России и 13 стран. Они познакомились с достижениями в области культуры и искусства, представили экспертам свои творческие проекты. Якутская делегация – это 10 школьников из разных районов республики. Все они победители и лауреаты престижных конкурсов. Сюда я попала благодаря моей победе в международном конкурсе от Института современных искусств. Это был конкурс, театральный конкурс, и мне нужно было рассказать про любую легенду, главное, что не авторскую. Я рассказала про легенду нашей республики, про Олонхо, и сыграла на хамусе. Форум проходил во 2-й раз, и, по мнению экспертов, для детей это прекрасная возможность еще больше погрузиться в творческий процесс и определиться, хотят ли они и дальше посвящать свою жизнь искусству. Те дети, которые были в прошлом году, за год они уже стали лауреатами 2 или 3 международных конкурсов. Значит, у нас с прошлым годом они цели были достигнуты. В прошлом году у нас 7 детей с делегацией, которые приезжали на форум, 2 детей уже поступили по своему направлению. Это Высшая школа музыки поступила и Красноярское художественное училище. Одно из главных мероприятий форума – это встреча с министром культуры России. Дети смогли задать Ольге Любимовой свои вопросы и получить на них не детские, серьезные ответы. И судя по этой встрече, желание развиваться творчески у подрастающего поколения хоть отбавляй. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.